Чолом Артяс. Недавно я рассказал о задумке снять короткометражный фильм «Беркут». И сегодня вам покажу, как проходит увлекательный процесс поиска локаций для съемки. Первым местом, которое я посетил, стал музей истории и культуры Сыктывдинского района. Музей открыт в 1999 году в здании, построенном в начале 20 века. Фасад архитектурного памятника выполнен в национально-романтическом стиле, который назывался «Петушиный стиль». В день посещения музея был выходной. Все отдыхали, но директор Муравьев Владимир Николаевич не поленился и провел для меня полноценную экскурсию 2 этажей музея. Здесь есть все, что касается Сыктывдинского района. От известных личностей до кости мамонта, найденной вблизи села Шошка. Сотрудникам музея удалось собрать более 7800 единиц экспонатов. Самые известные предметы — это статуэтки с Нюрчинского чугунолитейного завода. Завод работал с 1761 по 1980 годы. Интересный факт. Ворота и крыша Зимнего дворца привезены именно отсюда. На 2-м этаже я задержался надолго. Оказывается, на территории Коми живут множество талантливых художников. Показывать выставку можно еще долго. Советую самим посетить музей и окунуться в сыктывдинскую культуру. Кстати, знакомьтесь, это Пас, генеральный директор музея. Все вопросы по экскурсиям решаются через него. В последнюю очередь мне показали ту комнату, ради которой я приехал в Ильгард. Вот, собственно, та местность, где подразумевалось снимать фильм «Сцена в деревне». Но, скорее всего, мы не возьмем это место, потому что стены не деревянные. А так здесь интерьер. Прям такой, какой надо. Икона в красном углу. А этот шкаф. Шкаф, он точно нам нужен. Вечер, время приятностей. Друг из Екатеринбурга выслал небольшую посылку. Там футболка. Он запускает свой новый канал на ютубе. И также свой бренд, линейку футболок. И вот одну мне выслал, чтобы я протестировал перед вами. Что, распаковываем, откроем? В поисках локаций появилась возможность посмотреть неизведанные для меня места. В гимназии искусств собиралась группа, чтобы в честь 23 февраля совершить поход по Сыктывдинскому району. Я не отказался. В походе я и съедаю эту футболку. 22 числа, набив мешки сухим пайком, мы выдвинулись пешком в сердце Коми земли. Наш первый поход — это остановка. До нее где-то 2,5 километра. Мы ошиблись на целый час и не опоздали, а пришли раньше на час. В итоге кто-то поехал со всеми вещами на машине, а кто-то пошел пешком по городу до другой остановки. Автобус нам нужен был, чтобы доехать до реки Вычегда. Все, вырвались из города. Ура! Вперед! Солнце уже на закат пошло. Нужно успеть поставить палатку. Но до ночевки оказалось еще далеко. Нам предстояло перейти реку. Когда мы идем через речку, мы снимаем с себя рюкзаки и расслабляем, если мы на лыжах, крепление, чтобы если придется нам утонуть, чтобы мы выплыли. Рюкзак мы одеваем на одну, да, или можно даже в руке. Дистанция. Сколько должно быть? 5 метров. Не менее 5 метров. Ну, не менее 5, 5-10 метров должно быть между друг другом. Вот. Первый идет самый уверенный, самый главный, самый ответственный, да. Самый ответственный он. Значит, идем только по этой тропинке, ни вправо, ни влево, не сворачиваем с этой тропинки. Она натоптана, она уже испробована. Прыгаем! У меня есть нож, типа пилы. Вот это поворот. И ветка. Сейчас пилю шест, чтобы перейти через воду. Сейчас будем переходить речку Вычегду пешком. Солнце уже начало садиться, нужно торопиться. Снегоход перевел наши вещи и вернулся за нами.
когда ты хочешь такую экшн-фотографию, а получается вот такая. Ну надо же было прямо за гусеницы садиться, Генрих. Так, дрова пойдем собирать, остальные будут ставить палатку. Темнота наступила быстро, пришлось работать под фонарями. Ужинали около костра на улице. Палатки постепенно согрелись и стало веселей. Играли в мафию при фонарях и пели песни под гитару. Пришло время познакомить вас с группой. Захар, позитивный мальчишка. Уля, всегда поможет. Витя, юный мечтатель. Наташа, скромный турист. Борис, помощник по кухне. Вика, спокойный экстремал. Ваня, любит поесть. Валентин, красивый маэстро. Иван Валентинович, ответственный за безопасность, мой классный руководитель. Людмила Ивановна, путеводитель, знает неизвестные места. Генрих, ответственный за печку и за фотографии. Наступило утро, 23 февраля сегодня. Всех мужчин поздравляю с Днем Защитника Отечества. Вроде бы Республика Коми, она одна, но в Вижемском районе и здесь природа вообще отличается, и сразу чувствуется, что я нахожусь не в своем районе.